Исянмесіз дуслар, здравствуйте! В эфире программа «Секреты татарской кухни». На дворе прекрасная погода, лето в самом разгаре. И мы решили не сидеть у себя на кухне, а проехаться по районам Республики Татарстан. И сегодня мы в гостеприимном Лаишевском районе. Интересно, какой же кулинарный секрет приготовили для нас лаишевцы? Лаишевский район – муниципальный район в центральной части республики. Лаишевский район образован в 1927 году. Его центр – город Лаишево, расположен на правом берегу реки Камы, вблизи впадения ее в Волгу. В прошлом город Лаишево – один из городов Волжской Булгарии. Как русское поселение существует с 1557 года. В Лаишевском районе проживает 37 тысяч человек. Из них русские составляют 56%, татары – 41%. Основой экономики района является сельское хозяйство. Развито мясомолочное скотоводство, звероводство и пчеловодство. Развита в районе и промышленность. Лаишевский район богат своей историей, знаменитыми людьми, культурой и благодатной природой. Летом в Лаишево особенно красиво. Сейчас я нахожусь на новой городской набережной. Позади меня пляж, там купаются люди, а слева раскинулось то самое Лаишевское море. Одна из главных достопримечательностей города Лаишево – это Троицкий женский монастырь конца 19-го, начала 20 века. А сейчас я прогуливаюсь по главной пешеходной улице города Лаишево. Здесь очень красиво, чисто и уютно. Также здесь находится тот самый знаменитый корабль, который изготовил один из народных умельцев города Лаишево. Ну и прямо сейчас мы находимся на одном из самых красивых мест Лаишевского района, на берегу Камы. И сегодня у меня в гостях глава Атабаевского сельского поселения Лаишевского района Люзия Халилова. Исянмесіз, Люзяпа. Исянмесіз, Руслан. Вам маленький куштанеш, бренд нашего района, нашего Лаишевского района, с изображением каравана. Бигзур Ахмед, большое спасибо. Вот такие красивые подарки. Ну и по традиции главный подарок – это рецепт. Расскажите. Так как наш район находится на берегу Волжского моря, мы сегодня будем готовить рыбу. Она называется лаиш балык шулпасы. С удовольствием, тем более я люблю рыбу. Итак, мы начнем готовить уху по-лаишевски, можно же так сказать? Можно и. Я смотрю, здесь 3 вида рыбы, расскажите, какие? Это у нас действительно тут 3 вида рыбы. Это судак, и, конечно, сазан и лещ, которые они всегда у нас на нашей каме. В вашей воде, в вашем холодильнике и на вашем столе. Ну, бисмилляхи-рахим, давайте приступим. Бисмилляхи-рахмани-рахим. Как готовят уху у вас, расскажите? Ну, наверное, начинаем с рыбы. Я сейчас, как хозяйка этой земли, начну, наверное, с рыбы. А, Руслан, я вам предлагаю нарезать лук. Лук? Отлично. Как мы лук режем? Полукольцами. Полукольцами, да? Так. Люзия Ханым, а расскажите, пожалуйста, вот какие еще замечательные блюда готовят в Лаишевском районе? Ну, это, конечно, раз мы около воды находимся, у нас всегда рыба есть на столе. Рыбу у нас и коптят, и горячего копчения есть, и солят. И можно, конечно, кто любители, делают даже далеш. Из рыбы? Из рыбы, да. Вот так вот, друзья, добро пожаловать в Лаишевский район. Ну, это мы в следующий раз, на следующий год приедем и сделаем бялиш из рыбы. Алла берса. Алла берса. Ну, а вот конкретно в Атабаево, например, есть такие блюда, которые в Лаишеве не готовят? Да, я сама из Атабаева, как вы уже сказали, тоже также наше Атабаево находится на берегу Камы. У нас выращивают гуси, утки есть у нас. И, конечно же, мы всегда готовим у нас на столах, когда гости к нам приезжают, готовим зур-бялеш.
из гуся и из утки. Так, лук у нас готов. Давайте я помогу рыбу разрезать. На большие кусочки? Ну да, такие вот, чтобы можно было их быстро сварить, Руслан. Люзия Ханым, вот вы являетесь главой сельского поселения. А вот вообще у вас-то время хватает готовить? Ну, конечно, без еды никак, Руслан. Нет, но без еды понятно, вы же можете на работе кушать. Нет, и как же, у меня есть семья, у меня есть муж, сын и дочка. Ну, вот вас кто учил готовить? Ну, конечно, наверное, это всегда мама, наверное. Потом уже наша программа. И также ваша программа. Очень много мы разных блюд узнаем из вашей программы, конечно. Вот так учимся, наверное, друг у друга. Ну, а сегодня мы учимся у вас. И потом вся Казань будет готовить уху по-лаишевски. Айя рахмат. Сейчас я дорежу судака. Рыба свежая прям. Да, сегодня пойманная она. Прямо с утра специально для наших Да. съемок. Люзия Ханым, вот Лаишевский район славится замечательной кухней, рыбой, да, гусями. А чем еще известен ваш район? На Лаишевской земле родился общественный деятель, писатель Гавриил Романович Державин. В этом году будет 271 год со дня рождения Уже. Гавриила Романовича Державина. Да. И всегда у нас в нашем районе проходят международные конференции, державинских чтений проходит. Еще у нас в нашем районе родились это писательница Ильсия Рихсанова, артисты театра Галия Скаркамал – это Найля Ибрагимова, Фирдаус Ахтямова, Минвали Абдуллин. Все они родились на Лаишевской земле. Так, рыбу мы порезали, лук у нас готов, переходим к следующему этапу. Руслан, у нас рыбы готовы. Давайте сейчас нарежем картофель. Так, Мелко, картофель. мелко нарежем, а я пока займусь морковкой. Так, отлично, сейчас я лучок уберу. Люзия Ханым, скажите, пожалуйста, а вот у Державина есть родственники в Лаишево, потомки? У Гавриила Романовича в Лаишеве уже потомков нет. У него, к сожалению, детей не было. Но приезжают родственники, это внучатые племянники, это уже из Украины и из Франции. Они живут там. И каждый год на фестиваль Державинские чтения они приезжают к нам сюда, на родину своего родственника. Гавриил Романович Державин. Крупнейший поэт эпохи Просвещения, представитель классицизма, государственный деятель Российской империи. Державин родился в семье мелкопоместных дворян в родовом имении Сокуры под Казанью 14 июля 1743 года. Ныне это село Державино Лаишевского района Республики Татарстан. По семейному преданию, Державины происходили от одного из татарских родов. Учился в Казанской гимназии, после окончания которой поступил на службу солдатом лейб-гвардии Преображенского полка. Этот полк участвовал в дворцовом перевороте, в результате которого на престол взошла Екатерина II. Державин участвовал в подавлении Пугачевского восстания, вскоре после которого был уволен на гражданскую службу в чине коллежского советника и поступил на службу в Сенат. Державин начал печататься в 1773 году, пытаясь следовать традициям Ломоносова и Сумарокова, но позже он создал собственный стиль, ставший образцом философской лирики. В 1782 году Гавриил Романович написал оду «Фелиция», которая была посвящена императрице Екатерине II. Ода Екатерине понравилась. В награду поэту пожалован чин губернатора сначала Аланецкой, а потом Тамбовской губернии. В 1803 году он уходит в отставку и занимается работой над собранием своих сочинений, первые 4 тома которого были изданы в 1808 году. В 1815 году поэт присутствует на экзамене в Царско-сельском лицее, где юный Пушкин очень поразил его своим выступлением. Умер Гавриил Романович Державин 20 июля 1816 года в своем новгородском имении Званка. Неофициально центром Державинского края именуется город Лаишево. С 2003 года главная площадь в Лаишево называется Державинской, и на ней установлен памятник поэту. Музей Лаишевского края носит имя поэта, которому посвящена большая часть экспозиции музея. В Лаишево проводится пышный костюмированный праздник Державина, державинские чтения с вручением Республиканской литературной премии имени Державина, Всероссийский литературный Державинский фестиваль.
Ну ладно, давайте поговорим про Атабаемова. Вот кроме того, что вы, наверное, готовите, выращиваете гусей, чем еще занимаетесь в свободное время? Вот чем живет атабаевцы? Атабаевцы в свободное время, они всегда находят себе занятия, а вот женщины у нас и кто в возрасте, и бабушки, у нас есть ансамбль, татарский фольклорный ансамбль «Бибинур». Люзия ханым, кстати, вы сегодня одели очень красивый татарский национальный костюм. Этот костюм с вашего ансамбля? Это костюм ансамбля «Бибинур». Бикматур. Мы в таких костюмах выступаем. И, кстати, вот недавно мы съездили в Пермский край на Сабантуй. Давайте вспомним какую-нибудь песню вот из репертуара ансамбля. Буквально вот чуть-чуть. Талы, талы, талы бегелеп тора, талы, талы, талы бегелеп тора, тағын бір көресі келіп, үзәк үзеліп тора, тағын бір көресі келіп, үзәк үзеліп тора. Бекзур Ахмед. На самом деле мне ошесы келя уже очень хочется покушать, но все движется у нас к тому, что получится замечательная уха. Алла берса, так думаем, Руслан. Так, Люзия ханым, а почему мы сегодня используем 3 вида рыбы? Это вот секрет какой-то определенный? Да, Руслан. Вкусовые качества всех рыб разные, поэтому мы набрали 3 вида рыбы, чтобы уха у нас, лаиш, балык, шулпасы, получилась вкусная. То есть, а если мы добавим какой-нибудь еще, например, вид, то есть будет только вкуснее? Да, только будет вкуснее. Речная рыба. Речная рыба очень легко и быстро усваивается. В отварном или запеченном виде это незаменимый продукт для диетического питания. Особенно полезна рыба при заболеваниях сердца, а также при гастрите и язвенной болезни желудка. Одна из главных ценностей речной рыбы – белок с уникальным соотношением незаменимых аминокислот. В пресноводной рыбе содержатся важные минералы – кальций и фосфор, много жирорастворимых витаминов А, Д и Е. Уха и заливное из пресноводной рыбы – отличные блюда для стимуляции пищеварения. Люзия, а также Лаишевский район славится известным фестивалем «Каравон». В этом году вот он проходил в мае, это подобие Сабантуя. Вот расскажите, что интересного происходит там? После весенне-полевых работ в день Николы у нас проходит в селе Русской Никольской каравон. В этом году фестиваль русского фольклора «Каравон» проходил 22-й раз, и у нас на каравоне участвовали даже буранские бабушки. Те самые известные бурановские бабушки, которые на Евровидении были. И также они пели по-татарски еще у нас. Браво! Дорогие друзья, обязательно приходите на следующий год на каравон, то ли еще будет. Так, Люзия ханым, у нас ингредиенты готовы: морковка, картошка, балык на месте, зелень, я так понимаю, еще пригодится нам, укроп и зеленый лук. Мы готовы? Да. Куда сейчас отправимся? Настоящая лаишевская уха, она должна готовиться на берегу и на природе. Мы сейчас на костре? Да, мы сейчас отправляемся к костру. Ну что ж, с удовольствием. Дорогие друзья, я напоминаю, мы сегодня в Лаишевском районе и готовим лаиш, балык, шулпасы. И сегодня мне помогает Люзия ханым. Люзия, сколько рыбы вы приготовили? Балык бикматур, биктамле. И сейчас мы все это будем помещать в наш казан. Так, опа. Сначала отправляем картошечку. Так, и теперь можно рыбку. Теперь можно рыбу. Так. Сейчас лук добавляем. Добавляем лук. Рыбы очень много, мне кажется, здесь на весь Лаишевский район хватит. Люзия ханым, а вот голову рыбы мы тоже кладем? Некоторые же это отдельно вообще отваривают. Нет, это обязательный ингредиент. И я, кстати, вот сам
Почему вот рыбу? Для вкуса, что ли, получается? Да, для вкуса. Ну, я сам готовлю тоже уху. Обычно, вот, знаете, мы картошку отвариваем заранее, а потом только рыбу. Нет, у нас, раз мы на костре готовим, мы все отправляем все вместе. Все сразу? Все сразу отправляем. И морковь, и лук, да, и морковь, и рыбку. и лук, и рыбу. Так, рыбы много. Ставить, наверное, да? Сколько обычно готовится вот уха на костре? Ну, это, наверное, около часа. Обычно, да? Да, обычно. Рыба, она очень мягкая, она быстро варится, даже быстрее картошки. Руслан, сейчас мы добавляем соль в уху. Ну, здесь, мне кажется, даже 3 ложки не помешает на такой большой казан. Хватит. Так. Ну, здесь, дорогие друзья, прям вот дым от костра, да, на самом деле, мешает готовить, но чем больше дыма, чем лучше костер, тем вкуснее уха. Подождем час, а я предлагаю прогуляться сейчас на берег Камы. Лидия Ханым, здесь так красиво, такая красота, прям дух захватывает. Да, Руслан, у нас очень красиво. И вот это вот Волжское море, оно 42 километра, там уже на той стороне Булгары. У нас в нашем районе не только созданы условия для отдыха, но и для работы очень много создано условий. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть, как же там наша уха, проверить костер и снять пробу хотя бы. Да? Прошу. Руслан, наша лаиш балык шулпасы почти готовая. Сейчас мы добавляем лавровый лист и черный перец горошком. Так. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лидия Ханым, мне кажется, уха у нас получилась замечательной, потому что аромат здесь стоит такой, что сразу хочется взять тарелку и все это попробовать. Надеемся на это, что у нас хорошо получилось лаиш балык шулпасы. Попробуем через пару мгновений. Лаиш балык шулпасы. Уха по-лаишевски. Поставили казан с водой на огонь. Пока вода закипает, нарезали лук полукольцами, картофель кубиками, морковь соломкой, очищенную рыбу крупными кусочками. Загрузили все ингредиенты в казан, посолили и варили на медленном огне до готовности. В конце добавили перец горошком и лавровый лист. Вы не успели записать рецепт нашего блюда? Мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Выкладывайте фотографии ваших любимых блюд и готовьте вместе с нами. Наконец-то пришло время попробовать настоящую лаишевскую уху. И сейчас Лидия Ханым вылавливает потихонечку кусочки рыбы. Так. Чуть-чуть, да? Так. Бульончик. Бульончик. Рахмет. Присаживайтесь, пожалуйста. Я предлагаю добавить немного зелени. Лидия Ханым. Рахмет. Мне можно побольше. Поухаживайте, пожалуйста. Так. Так, конечно. Так, и зеленый лук, пожалуйста, тоже. Все. Итак, мы готовы дегустировать нашу лаишевскую уху. Это по-нашему лаиш балык шулпасы. Итак, бисмилляхир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Друзья, как говорят татары, прелестно. Очень вкусно. Бульон получился наваристый. Рахмет. И даже когда на улице вот такая жара, такое солнце, мне кажется, это блюдо, ну, с удовольствием можно его есть. Оно, наоборот, придаст сил и энергии. Лидия Ханым, Сизя Бигзур Ахмед, большое вам спасибо за угощение, за эту вкусную уху. И спасибо всем лаишевцам. Было сегодня очень весело, интересно. И я думаю, что мы обязательно сюда вернемся. Рахмет, Сизге. Рахмет, Руслан. И вам также. Мы всех желающих приглашаем в наш лаишевский гостеприимный район. Мы всегда всем рады. Рахмет, Бигзур. Уху по-лаишевски для вас сегодня готовили глава Атабаевского сельского поселения Лидия Халилова и Руслан Шарафутдинов. До новых встреч! Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.